Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва ман валах. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Итак, дорогие братья, по милости Аллаха, мы возьмем уроки по основам фикха, усуль аль-фикх. Для того, чтобы пополнить баракат этих уроков, иншаллах, для этого понадобится всего лишь ручка и тетрадь, дабы записывать те или иные определения каждому термину. Усуль аль-фикх. И прежде чем начать суть урока, следует указать то, что усуль аль-фикх это основа фикха, это является отдельной наукой, а сам фикх является отдельной наукой. И поэтому следует разобрать каждое из этих слов по отдельности. То есть здесь у нас мудаф, аль-фикх, мудаф илей. И также здесь получилась у нас маленькая ошибка, так как артикль аль здесь не должно быть. В слове мудаф артикль аль должен отсутствовать, так как правило гласит, что мудаф никогда не должен иметь артикль аль. Нужно говорить усуль аль-фикх, так как это слово или предложение составляет из мудаф и мудаф илей. Что такое усуль? Усуль это джаму аль-аср. Усуль это джам аль-аср. Множественное число слова аср. Основа чего-либо. Когда говорят аслу аль-байт. Основа дома, подразумевая его фундамент. И также говорят аслу шаджара. Аслу шаджара. Основа дерева, то есть его корни. И также Аллах Субхану ва Тааля говорит нам в Коране: «Алям тара кейфа лараба Аллаху масалан калиматан тайибатан кашаджаратин тайиба аслуха фабитун ва фар'уха фис сама». Разве ты не видел, как Аллах привел притчу прекрасного слова, подобно прекрасному дереву, корни которого крепко стоят, то есть на земле, а его ветви подняты в небо. То есть Аллах Субхану ва Тааля дает нам притчу о слове ля иляха илlallah, называя его прекрасным словом. И она является прекрасным словом. И она подобна дереву, которое укоренилось крепко на земле. Подобно этому мусульмане, когда укрепляет в свое сердце ля иляха илlallah, то она подобна дереву, которое не пошатнется ни при каких условиях. Получается, усуль это основа чего-либо. Основа и фундамент чего-либо. Слово аль-фикх, языковое значение слова аль-фикх это знание, общие знания. Независимо, является ли это знание фикха, как отдельной науки, или знание люга, например, языка арабского, или же знание о акиде. Все это называется знанием, то есть исходя из языкового значения слова аль-фикх. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма юридилляху би хайран юфаккиху фид-дин». Кому Аллах пожелает блага, то его он сделает знающим в религии. И также Муса, алейхиссалям, говорит, как Аллах об этом нам говорит в Коране: «Каля рабби шрах ли садри, ва яссир ли амри, вахлюль уqдатам мин лисани, яфкаху каули». О Господь мой, расширь мне грудь мою, и облегчи мою миссию мне, и развяжи узел, который в моем языке, дабы они поняли мою речь. Яфкаху каули, чтобы они поняли мою речь. Получается, что фикх, языковое значение фикха это общее понятие чего-либо. А что касается терминологии ученых фикха, как наука, терминология ученых фикха, аль-фикх это ма'рифатуль ахкам аш-шар'ия аль-амалия биадиллатиха ат-тафсилия. Ма'рифатуль ахкам аш-шар'ия аль-амалия биадиллатиха ат-тафсилия. Это детальное изучение шариатских ахкамов с их доводами, детальное изучение шариатских ахкамов с их доводами касаемо действия людей. Получается, что наука фикха ищет детальное изучение шариатских ахкамов. То есть каждый вопрос по отдельности. И на каждый этот вопрос ищет их довод. Поэтому это является баракаллаху фикум, называется наукой фикха. То есть, когда мы смотрим, что человек встает на намаз, и он читает суру Фатиху,
Если же он не читает суру Фатиху, то его намаз балталь, то его намаз не является действительным. И мы ищем, какой довод указывает на то, что чтение сура Фатиха является столпом намаза. И также, прежде чем зайти в намаз, нужно говорить Аллаху Акбар. Какой довод указывает на это? И то, что человек после того, как взял тахарат, он должен сказать «Шаду ан ла иляха илляллах, шаду анна Мухаммада Расулуллах», как это пришло, да, в хадисах. И мы ищем эти хадисы и их доводы. То есть детальное изучение каждого вопроса по отдельности есть наука фикха с их доводами, то есть ищет доводы. И здесь сказано касаемо действия людей, дабы исключить здесь науку акиды и науки таухида, так как наука фикха не предназначена изучать акиду. Она отдельная наука, которая изучает действия людей. То есть тахарат, далиль на действие тахарата, далиль на действие в намазе, далиль на действие в посте, в саум, далиль на действие в хаджи. Каждый из этих баракаллаху фикум ибадата, каждый из этих ибадата искать каждое из этих действий на доводы на эти действия является фикхом. Не потому что акида это не является фикхом, а для того, чтобы была отдельная наука, чтобы различить между действиями и убеждением. Они сделали такую вот терминологию, то что фикх изучает только действия людей. Только действия людей. А что касается акиды, то это уже отдельная наука, которая предназначена. Есть другие баракаллаху фикум книги, которые указывают на эту науку. А если взять языковое значение, то, естественно, баракаллаху фикум фикх это является самой великой наукой. То есть акида и таухид является самой великой наукой, и она является фикхом. Поэтому имам Абу Ханифа назвал свою книгу «Фикх аль-Акбар». «Фикх аль-Акбар». А эта книга, баракаллаху фикум, предназначена в акиде. То есть она, баракаллаху фикум, изучает акиду. Эта книга указывает на акиду. При этом имам Абу Ханифа, рахимахуллах, назвал его «Фикх аль-Акбар». И исходя из этого, получается, что наука фикха – это детальное изучение шариатских ахкамов с их доводами касаемо действия людей. Теперь усуль аль-фикх, как отдельная наука основу фикха. Что означает основа фикха? Это наука, علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. Основа фикха – это наука, которая ищет общие доводы фикха и способ их применения и познание положения муджтахида. Получается, различие между основой фикха и фикха состоит в том, что основу фикха изучает общие доводы, а сам фикх по отдельности досконально изучает шариатские доводы. А наука фикха предоставляет требующим знания изучение общих доводов и способ их применения. Общие доводы, как, например, говорят в основе фикха, аль-амру лиль-вуджуб. Приказ указывает на обязанность. Повеление Аллаха и его посланника указывает на обязанность. И это правило человек может использовать в различных разделах фикха. Он может его использовать, баракаллаху фикум, в разделе тахарат, в разделе намаза, в разделе поста, в разделе закята и так далее. То есть это общие правила, под которые входят много ахкамов. Много действий под эти правила заходят. Баракаллаху фикум. Получается, у нас основа фикха, еще раз, это наука, которая ищет общие доводы фикха и способ их применения и положение, то есть качество муджтахида. Каким должен быть муджтахид и какие условия есть для того, чтобы человека можно было назвать муджтахидом. Это есть наука фикха. То есть наука усуль фикх, основа фикха.
И основа фикха, баракаллаху фикум, заключается в 4 вещах. А это мукаддима, предисловие и 3 раздела. 3 раздела. Предисловие заключается из 5 вещей. А это аль-иджаб, обязанность, ан-надб, желательность, ат-тахрим, запрет, аль-караха, нежелательность, аль-ибаха, разрешенность или дозволенность. Затем у нас идет аль-адилля, доводы, раздел доводы. Аль-китаб, книга, то есть это Коран, так как Аллах назвал Коран книгой. Алиф лям мим, ذلك الكتاب لا ريب فيه. И также Аллах говорит в сура Кахф: الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. И в многих аятах Аллах называет Коран книгой. То есть имеется в виду здесь Коран, то есть книга. Книга, то есть Коран. Ас-сунна, сунна пророка, саллаллаху. Какие здесь разделы включаются в сунне, все это мы возьмем по отдельности, иншаллах. Так как мы сказали, этот урок является всего лишь предисловием, общим предисловием для того, чтобы требующий знаний знал, о чем идет речь. Затем у нас идет единогласное мнение аль-иджма', затем аль-кияс, то есть сравнение. Затем у нас идет баракаллаху фикум далалятуль альфаз, используемые слова. Какие слова используются в основе фикха? А это аль-амр ван-нахи, приказ и запрет. Здесь опять же есть маленькая ошибка. Буква аль-лям забыли написать. Здесь есть алиф-лям. Аль-амр ван-нахи. Приказ и запрет. Аль-ам валь-хас. Что значит аль-ам валь-хас? Все это мы, иншаллах, возьмем в будущем. Так как мы уже сказали неоднократно, этот урок является предисловием. Аль-мутлак валь-мукайяд. Ван-нас, ан-нас вал-захир. Аль-муджмаль валь-мубайян. Ан-насх. Затем у нас идет третье, баракаллаху фикум. Третий раздел — это ат-тааруд ват-тарджих. Ат-тааруд ват-тарджих. Противоречие и вероятность. Что такое противоречие и вероятность? Все это мы опять же возьмем в будущем, иншаллах. Аль-джам'. Соединяем. Каким образом? То есть, если есть у нас два хадиса, которые на первый взгляд являются для нас противоречащим друг другу, но так как они не может быть, чтобы Коран и Сунна противоречили друг другу, мы делаем джама, то есть соединяем между ними. И способ соединения, все это мы, иншаллах, досконально и детально будем изучать. И чтобы требующий знаний знал, что тааруд, то есть противоречие, не имеется в виду, что в Коране и в Сунне есть что-либо, какие-либо аяты, которые противоречат друг другу. Нет. Ни в коем случае. Наоборот. Ни один аят и также ни один хадис друг другу никогда не противоречат. Это всего лишь на первый взгляд. Всего лишь на первый взгляд, что там есть противоречия. Но их нужно либо соединить, либо потом переходим на ан-насх, то есть аннулирование одного из текстов, либо если этого не удается делать, то мы переходим на ат-тарджих, то есть более вероятное мнение. То есть для того, чтобы выбрать более вероятное мнение, на это тоже указывают определенные правила, которые указывают на более действительность или более достоверное мнение. И дает нам преимущество указывать на то, что это является вероятно, более вероятным и достоверным мнением. Это есть наше предисловие. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он нам дал знания полезные и действия в соответствии этих знаний. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله